величественная крепость, древние мечети, теплое Каспийское море и красный цвет граната. Все это Дербент, южный город на Северном Кавказе. Здесь самые посаженные приоры, жаркие ночи и восточный колорит, переплетающийся с современностью. За все время своего существования Дербент встречал врагов со щитом и мечом, а тех, кто приходил с миром, как друзей. Прошло 2000 лет, а город у Каспия все такой же гостеприимный. С советского времени еще Дербент был туристическим городом. Цифры на советский период были где-то порядка 300 тысяч туристов в год. Потом в 2000-е годы эти показатели сильно упали. И вот буквально после юбилея Дербент обрел второе дыхание в плане туризма. Огромное количество жителей России начали посещать город Дербент. В 2020 году, после пандемии, границы нашей страны были закрыты, и тоже огромное количество туристов решили остаться в стране и передвигаться по регионам. Дербент тоже дал неплохие показатели. За 2021 год Дербент посетило более 350 тысяч человек. Дербент завоевывали арабы. Город становился халифатом, затем подчинялся династии Ширваншахов. А сегодня он уже покоряет сердца тысячи туристов со всех регионов России. И если в Европе все дороги ведут в Рим, здесь, в Дербенте, в крепость Нарын-Кала. Именно сюда в первую очередь приходят туристы. Древняя цитадель стала фактически центром местного туризма. Еще бы, ведь это сооружение стоит у берегов Каспия с VI века нашей эры. Нарынь, само слово, в переводе с персидского языка означает «красивое, изящное». Кала – это крепость. В переводе на русский язык мы с вами находимся на территории красивой, изящной крепости. Нарын-Кала – одна из частей оборонительной системы Дербента. Крепость, как и сам город, служили своеобразными воротами в Закавказье и Переднюю Азию. Фортификационные сооружения были преградой для кочевников – скифов, сарматов, хазаров и гуннов. Кочевые племена проникали на Ближний Восток и разоряли ближневосточные оседлые народы. Поэтому, чтобы остановить движение кочевых племен, персидская держава IV-VI века строит грандиознейшие эти сооружения в течение 140 лет и полностью закрывает этот узкий проход. Дербент со всех языков переводится как «ворота». А ворота для чего? Друзьям открывать, врагам закрывать. Размеры крепости около 150 метров в ширину и 250 в длину, а площадь объекта более 4 гектаров. Кажется, что вся территория этого величественного сооружения заполнена туристами. Но что же так привлекает путешественников? Устрашающие подземные темницы Зинданы, бани, древние акведуки, ханский дворец или водные резервуары? Пожалуй, каждый найдет что-то свое в этом завораживающем месте. Ясно одно, здесь все пропитано духом истории, которая манит людей со всех уголков нашей страны. Мы на территории бывшего ханского дворца. Увы, к сожалению, дворец не сохранился, но пишут, что покои хана и его семьи располагались в 40 комнатах. Все было по-богатому, по-восточному украшено, но особо привлекают внимание восточные окна дворца. Это были мозаичные окна. В основу брали 3 цвета – красный, синий, с небольшим зеленым оттенком, желтый. И вот представьте, солнце с востока, на рассвете яркие лучи солнца бьют в эти окна. Краса Азии, жемчужина Востока, Рубиновый дворец его называли. И хотя мозаичные окна не сохранились, интерес к ним испытывают до сих пор. Ведь отсюда открывается прекрасный вид на весь Дербент. Нарын-Кала признана культурным объектом федерального значения. Она также входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Каждый день здесь проводится больше 50 экскурсий. 10 гидов рассказывают об истории Великой цитадели.
Один из экскурсоводов, Василия Назарова, оканчивает журфак, ведет блог о своей жизни и приоткрывает завесу тайны для всех странников. Работаю здесь уже практически 2 года, но по контракту. Я прибываю сюда на сезон, и мы тем самым разгружаем своих коллег, которые работают здесь в штате. Эта работа хоть и сезонная, но достаточно интересная, потому что здесь идет общение с различными людьми. И делиться с историей нашего города – это просто восторг, потому что видеть эмоции людей, которые вот видят первый раз эти стены, нашу историю, слышат различные легенды, и в них горит вот такой вот огонек, и нам еще вдвойне еще приятно, то, что люди интересуются. Поскольку сегодня Нарын-Кала входит в состав Дербентского музея-заповедника, каждый внештатный или штатный гид проходит ежегодную аттестацию. Делается это для того, чтобы информация, доносимая до туристов, соответствовала действительности. А еще на территории крепости есть антикварный магазин и выставка народных художественных промыслов, чтобы туристы могли привезти домой частичку Дагестана. Это наши народно-художественные промыслы, исторические, которые вязали из шерсти, джурабки, платки, носки вязаные, папахи. Это керамика. Село Испик Сулейман-Ставского района. Балха, Сулевкент. Это 3 основных центра сел, которые изготавливали галчарные изделия. Единственный кубачинец, который работает на крепости за все время. Хаджи Курбан Саиду. Сам педагог с высшим образованием, специалист по филигранию. Сейчас он делает дрожжировку на турке, который изготавливает сам. Гости Дербента, впервые посетившие сам город и Нарын-Калу, остаются под большим впечатлением. Замечательный экскурсовод нам провела здесь эту экскурсию. Очень много нового узнали и очень интересно. Здесь можно и окунуться в историю, здесь можно покупаться, позагорать в море, и можно вот так поставить, например, мы одну ночь с палатками, да, поставили, нам разрешили на частной территории. Каждый человек сможет найти в Дагестане отдых себе по душе. В Дагестан мы ехали на машине, дорога была прекрасная. И не менее удивительный Дагестан встретил нас очень тепло. Здесь прекрасный климат, очень живописные места. Нам безумно понравился Дербент. Этот старинный город, он такой многогранный и не перестает нас удивлять. В общем, мы в восторге и обязательно приедем сюда еще. Мне понравилась крепость, вот это. Мне понравилось в отеле. Мне понравилось ходить на экскурсии. Мне понравился бассейн, и это крепость. Сразу после экскурсии в крепости туристы могут побродить по дербентским магалам, средневековым улочкам, которые пропитаны местным колоритом. Магалы в переводе означает квартал, устроены уникальным лабиринтообразным способом, таким стратегическим способом, чтобы максимально запутать врага. Вся красота, она внутри, а не снаружи. Пройдясь по этим улочкам, понимаешь, что сохранился как раз тот самый древний облик этих переулков. Всего в Дербенте 9 магалов. Первые из них были построены в VII веке. В старину каждый квартал имел свою площадь и мечеть. В 90-е этот район считался неблагополучным. Сюда не то что туристы, местные боялись заходить. Однако все изменилось после празднования 2000-летия города. А в 2018 году город выигрывает у Министерства строительства Российской Федерации грант, субсидию на благоустройство малых городов, исторических поселений. Выделено около 50 миллионов рублей на благоустройство старой части города. Были заменены все инженерные коммуникации, ушли они все под землю, было выполнено мощение камнем. Гуляя по старому городу, можно увидеть древние бани, небольшие музеи и ремесленные мастерские. А в самом центре заглянуть в Джума-мечеть – старейший мусульманский храм. Через магалы Дербента проходит множество пеших туристических маршрутов, которые начинаются в цитадели Нарын-Кала и проходят по исторической части населенного пункта.
Буквально недавно был разработан новый туристический маршрут, называется он «Туристическая миля». Начинается он от улицы Мамедбекова и будет заканчиваться в районе Соснового Бора. А что касается улицы Мамедбекова, она в Дербенте все равно, что старый Арбат в Белокаменной. Однако так было не всегда. В 2012-м после сильного наводнения этот участок полностью размыло, но во время реконструкции удалось найти весьма любопытное строение. Оно было похоже на баню, но в то же время баней являться не могло, потому что обнаружили в саркофаге надгробные камни рядом с этой баней, и баня находилась за пределами города, что не могло на то время существовать, быть. И есть предположение, что так как недалеко здесь находится кладбище Кырхляр, это место является таким культовым, где в последний путь провожали людей, совершали омовение тела, оборачивали саван и хоронили на кладбище. Стеклянный мост над археологической находкой стал центром притяжения на Мамедбекова, а саму улицу открыли в апреле 2021-го. Раскинувшись у северной крепостной стены, она действительно стала местным Арбатом, который оживляется ночью и во время городских праздников. На реконструкцию 800-метровой пешеходной зоны выделили 70 миллионов рублей. Весь Дербент можно воистину считать музеем под открытым небом. Но если все городские стены исследованы, а шагомер на телефоне еще не показывает 10 тысяч шагов, каждый уважающий себя турист должен посетить мемориальный дом-музей декабриста Бестужева-Марлинского. Заглянуть в армянскую церковь XIX века, что стало музеем ковра и декоративно-прикладного искусства. Или побывать в музее истории мировых культур и религий, где всякий экспонат, как машина времени, переносит посетителя в разные эпохи. Музей истории мировых культур и религий открылся сравнительно недавно, в 2014 году, в преддверии юбилея, 2000-летнего юбилея Дербента. Не случайно местом открытия музея выбрали именно Дербент, потому что Дербент является такой колыбелью трех религий, является городом взаимопроникновения культуры и традиций. И это не просто слова, потому что в Дербенте люди именно так и живут испокон веков. За год музей посещает более 14 тысяч людей, чтобы увидеть старинный рукописный Коран, настоящую Тору, одеяния священнослужителей, четки, ювелирные украшения и картины дагестанских художников. Все это лишь малая часть того, что можно найти в выставочных залах. Примечательно и то, что экспонаты собирались, если не всем миром, то точно всем Дербентом. Очень многое нам было подарено самими жителями. Кто-то приезжал, отправлял нам какие-то свои ценности и что-то вроде того. Также интересная история с буддийским дацаном, когда нам были переданы и одеяния монахов, мы к ним отправились, проживали с ним некоторое время. Одним из интереснейших экспонатов нашей коллекции является книга Шульхан Арун, которая заключает в себе 613 заповедей, согласно которым должен жить иудей. И также представлена указка Яд. Священное Писание запрещено читать, прикасаясь руками, поэтому создана вот такая указка, благодаря которой происходит чтение священного свитка. Туристы в этом музее – частые гости, и их здесь встречают не только традиционными экскурсиями, но и дополненной реальностью и интерактивными стендами. Как говорит директор Диана Гасанова, знакомство с Дербентом должно начинаться именно здесь. Ну а закончить общение с городом можно в другом необычном месте. Если выехать из города на юг и проехать всего каких-то 19 километров, можно увидеть гибрид корабля и самолета, а точнее экраноплан «Лунь». Возле 74-метрового ракетоносца-гиганта никогда не бывает безлюдно. Туристы из Астрахани, Энгельса, Москвы, Краснодара и других точек на карте России приезжают сюда в любую погоду.
Меня зовут Дима, я из Московской области, город Мытищи. Приехал сюда, не с целью посетить экраноплан, а проехать весь Кавказ, но не мог пропустить такую интересную точку. Читал о нем, это самый большой экраноплан в Советском Союзе, если я не ошибаюсь. Заброшенную советскую разработку часто путают с ее предшественником, затонувшим Каспийским монстром. Но единственный из 8 предполагавшихся экранопланов проекта «Лунь» весит 300 тонн. Это почти как 7 Боингов 737. Ракетоносец простоял 30 лет в доке завода «Дагдизель», пока в 2020-м его не перенесли в окрестности Дербента. В 2023 году именно здесь планируют открыть парк «Патриот» с военной техникой, смотровыми площадками и наверняка еще большим количеством туристов. Туризм в Дербенте больше, чем туризм. Судя по тому, что свободный номер в гостинице найти так же трудно, как иголку в стоге сена, можно с уверенностью назвать это направление популярным. Ведь здесь есть на что посмотреть. Такой разный и древний город не может оставить равнодушным даже самого искушенного туриста. Для одних центром путешествия станут узкие магалы, другие приедут, чтобы взглянуть на муралы с национальным колоритом. Третьи же захотят просто отдохнуть у моря, чтобы потом вернуться домой и рассказать о Каспийской сказке. Плотность астрономов здесь в 1000 раз больше, чем в среднем на планете. 1 ученый на 1000 человек, тогда как в мире 1 на 1 миллион. Речь идет о Карачаево-Черкесии, настоящей астрономической республике. Здесь расположены крупнейшие в мире радио и крупнейшие в Евразии оптические телескопы. Для создания специальной астрофизической обсерватории искали самое темное место в Советском Союзе. И оно нашлось на отрогах горы Пастухова. Дело было во времена Холодной войны, в самый разгар гонки вооружений. Советское руководство поставило перед учеными, казалось, невыполнимую задачу – превзойти американцев, построивших телескоп с 5-метровым зеркалом. За дело взялся главный телескопостроитель СССР, конструктор Баграт Ионисяни. Он замахнулся на создание телескопа на альтозимутальной монтировке. Инженер считал создание телескопов на экваториальной монтировке общепринятой в то время тупиковым направлением телескопостроения. Мировое научное сообщество считало это невозможным. Но Баграт Константинович был настоящим художником техники, и через 10 лет на горе Семиродники, на высоте 2100 метров над уровнем моря, появилось настоящее чудо инженерной мысли – большой телескоп альтозимутальный – БТА. Первый в мире телескоп с компьютерным управлением. Мы находимся в подкупольном помещении большого телескопа альтозимутального БТА. Прямо перед нами кабина первичного фокуса, или иначе астрономы называют ее стакан первичного фокуса. И здесь находится светоприемная аппаратура, с помощью которой ведутся астрономические наблюдения. Вот здесь, в этой кабине, сидели астрономы, чаще всего по 2 человека. И сидели они целую ночь и вели наблюдения. Это была очень холодная работа. Сидеть фактически на открытом воздухе. И было холодно, особенно зимой. Делали фотографии космических объектов на стеклянные пластинки. Сидеть приходилось совершенно неподвижно, потому что если астроном начинал шевелиться, телескоп начинал покачиваться, и изображение не получалось четким. Вот так. Вот это астрономическая романтика. А сейчас астрономы сидят в лабораторном корпусе в поселке, то есть они даже не поднимаются к телескопу. Здесь ставится светоприемная аппаратура. Наблюдают ли они звезды, наблюдают ли они галактики. Сигнал подается на компьютер астронома, и астроном, сидя в тепле и попивая кофеек,
спокойно наблюдает всю эту картину просто у себя на компьютере. Телескоп изготовили на Ленинградском оптико-механическом объединении, сокращенно ЛОМА. Только на подготовку проекта изготовления деталей ушло 6 лет. Для сборки телескопа выстроили здание высотой с 15-этажный дом, полусферический купол БТА, дело рук архитектора Дмитрия Аникеева. Зеркало отливали на Лыткаринском заводе оптического стекла. Стекло варили при температуре 1600 градусов Цельсия и остужали ровно 2 года и 6 дней. Еще 3 года ушло на шлифовку и полировку заготовки. Вес зеркала – 40 тонн, а в оправе, сложнейшем по конструкции устройстве, все 100. И эта махина с огромной точностью направляется на наблюдаемый космический объект. Телескоп сопровождает его по небу в течение нескольких часов, чтобы накопить от него как можно больше света, то есть собрать как можно больше информации. Вот это первая электронно-вычислительная машина, с помощью которого управляли движением телескопа. Какой вид? Что вы там сейчас на компьютер посмотрите? Клавиатура, экран, все. А тут вот такая громадина. 2 шкафа было сделано специально для нашего телескопа. В Советском Союзе не нашлось ни одного завода, который бы мог создать вот такую электронно-вычислительную машину. Поэтому Баграт Константинович Енисеани со своими сотрудниками, они сами эту машину спроектировали. Сейчас этот компьютер – лишь музейный экспонат. Обсерватория оснащена современным оборудованием, которое обновляется с развитием технического прогресса. Это комната удаленных наблюдений. Мы видим изображение, которое получено с камеры. Мы сейчас видим положение телескопа. Теперь давайте посмотрим другую картинку и посмотрим, что у нас там мы можем увидеть на небе, тоже в данный момент. Своя метеостанция, которая находится на горе в башне, и вот небо в конкретный данный момент. То есть ночью мы здесь видим звездное небо. А сейчас наверху идет дождь на горе, и вот мы видим на камере просто капли дождя. Управляют телескопом операторы. Они находятся в обсерватории круглосуточно, следят за состоянием оборудования, мониторят погодные изменения и другие данные. С 1975 года на БТА начались и продолжаются по сей день регулярные наблюдения. При хорошей погоде они проходят каждую ночь. График составляется на полгода. Любой ученый из любой страны может подать заявку и получить квоту на несколько дней для работы на телескопе. Зеркало закрыто специальными крышками, лепестки называются, а когда происходит наблюдение, крышки открываются, то есть зеркало, по сути дела, ничем не защищено. На зеркало не должна попасть ни капля жидкости, а зеркало диаметром 6 метров. Вы, извините, просто тряпочкой эту каплю не вытрите. Поэтому это уже экстраординарная ситуация. Для предотвращения вот этих вот событий служит метеостанция, и люди, которые дежурят на башне, смотрят, ага, можно открыть забрало, будут наблюдения, или забрало нельзя открыть, потому что там тучи, там ветер, и поэтому просто запрещено даже открывать забрало, и уж тем более раскрывать лепестки на зеркале. Мы наблюдаем в кромешной тьме. Около башни даже нельзя ездить с включенными фарами. Там даже с мобильником нельзя ходить. Наш телескоп настолько чувствительный, что если бы Земля не закруглялась, мы бы видели свет свечи, зажженной во Владивостоке. То есть мы видим самые далекие звезды в нашей галактике и самые далекие галактики во Вселенной. Телескоп – это своего рода машина времени. Он видит свет очень далеких звезд, которые, возможно, уже погасли. Дело в том, что расстояния в космосе огромны, и свету далекой звезды требуется миллионы лет, чтобы достичь земного наблюдателя. И это при том, что скорость света почти 300 тысяч километров в секунду. Результатом наблюдений космического объекта является спектр.
По спектрам ученые астрофизики получают много информации: химический состав атмосферы, возраст, скорость вращения и другие данные. Ежегодно научные сотрудники отправляют в Академию наук список важнейших достижений. Фундаментальная наука – это базис знаний. На фундаментальной науке вырастают прикладные науки. Один наш ученый очень хорошо сказал, что фундаментальная наука сегодня – это техника завтра. Потому что из астрономии выросло много техники. Мы имеем несколько систем ориентации на Земле – GPS, ГЛОНАСС. Без астрономии их бы не было. Криогенная техника, лазеры – это все пошло сначала из фундаментальной науки. В астрономических приборах впервые использовались так называемые ПЗС-матрицы. Это кристаллы кремния, в каждую ячейку кремния попадает фотон, и все это превращается в электрический ток, который потом превращается в сигнал на экране, на мониторе астронома. Теперь в каждом фотоаппарате, в каждом телефоне есть эти ПЗС-матрицы, только они намного меньше, чем мы используем в своих астрономических приборах. Вот вам, пожалуйста, самое что ни на есть прикладная задача астрономии. Я пропагандирую науку для того, чтобы доказать, что фундаментальная наука обязательно принесет плоды, но, может быть, не завтра. БТА – не единственный телескоп в Архызе. Ниже, в предгорье, на южной окраине станицы Зеленчукской, расположился еще один уникальный объект первой величины. Он также был продуктом десятилетнего труда и строился в те же годы, что и БТА. Мы с вами находимся внутри радиотелескопа, который называется Ротан-600, радиотелескоп Академии наук с диаметром кольцевой антенны 600 метров. Это один из крупнейших радиотелескопов на Земле, а если говорить о кольцевой замкнутой антенне, то это крупнейший телескоп на Земле. Он здесь построен из-за того, что очень удобное место для расположения радиотелескопа. Большая ровная площадка, окруженная невысокими горами, которая защищает радиотелескоп от помех. Радиотелескоп напоминает гигантский стадион диаметром 600 метров. Идея использования инновационной антенны невиданного доселе диаметра была предложена профессорами Хайкиным и Кайдановским. Первый взгляд в космос состоялся еще летом 1974 года. Тогда ученые зафиксировали сигнал одной отдаленной галактики. Щиты антенны выставляются с огромной точностью и должны быть абсолютно плоскими. Для этого существуют вот эти винтики маленькие, и каждый винтик подкручивается геодезистами. За год они просматривают все щиты, регулируют, и потом начинается все заново, потому что форма антенны очень важна. Телескоп делится на 4 сектора по сторонам света. Южный наблюдает Солнце, остальные – галактики, звезды и другие космические объекты. В отличие от оптических телескопов, здесь проводят наблюдения круглые сутки и круглый год. Ротан-600 наблюдает космические объекты в радиодиапазоне, поэтому для него не важны время дня и погодные условия. Вот сейчас мы можем увидеть, что один из секторов северной стороны установлен в режим наблюдений. Панели повернуты под разными углами. Это значит, происходят какие-то наблюдения. Как происходит наблюдение? Радиосигнал от космического объекта падает на большие щиты антенны, отражается от него в эту маленькую кабинку переменного фокуса. Там стоят радиометры, которые принимают сигнал. Вот так происходит наблюдение на радиотелескопе. Кабинки, на которых стоят радиометры, передвигаются по рельсам и выставляются по координатам небесным и по времени. И очень точно наводится на космический объект. Небо над радиотелескопом двигается, и радиотелескоп наблюдает объекты, которые находятся непосредственно над ним. Мы сейчас с вами около кабинки, в которой стоят радиометры.
Для того, чтобы точно навестись на небесный объект, нужно эту кабинку подвинуть на определенное расстояние в определенное время. Вот так выглядит расписание наблюдений. То есть они по этому графику точно знают, куда и когда выставлять кабинку. Оператор выходит из кабинки, берет вот такую штуку. Это женский труд, доверяют только женщинам. Надевает вот это устройство прямо на репер. С помощью вот этой рулетки отодвигает или придвигает кабинку на определенные координаты. Ставит строго по этим координатам с точностью до 1 сантиметра. Научные сотрудники постоянно модернизируют приемники космического излучения и создают новые инструменты, например, способные более качественно бороться с помехами. Устаревшее оборудование становится музейными экспонатами, как это эффектное сооружение. Вот этот красивый конусный облучатель, который у нас за спиной, он, к сожалению, не работает. Когда-то на нем наблюдали объекты Солнечной системы и Солнца. Но теперь мы не наблюдаем объекты Солнечной системы, и поэтому он у нас вот такой, можно сказать, арт-объект. Он может наблюдать только в зените, а радиоастрономы говорят, что как раз в зените ничего интересного и нет. Радиотелескоп помогает нам видеть, а точнее слышать, те небесные объекты, которые излучает мощный поток радиоволн, но мало видимого света. Радиоволны с легкостью проходят сквозь облака межзвездной пыли в нашей галактике, которые не пропускают видимый свет звезды. Радиотелескоп – очень чувствительный инструмент. Он улавливает сигналы в 1000 раз слабее, чем сигнал мобильного телефона. Поэтому Ротан-600 слышит самые отдаленные голоса нашей Вселенной. Вот такое гигантское ухо у нашей планеты. Обсерватория Сауран открыта для посещений. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов. Сотрудники проводят познавательные экскурсии по телескопам БТА и Ротан-600. Научный туризм только набирает обороты, и желающих приблизиться к звездам становится все больше. В 12 километрах от столицы Северной Осетии, Владикавказа, расположено одно из старейших казачьих поселений региона – станица Архонская. Земли у самого подножья Кавказского хребта всегда были известны своим плодородием, а местные жители – трудолюбием. Уже несколько столетий Архонская славится своими садами и полями. И если до недавнего времени здесь хозяйничали традиционные для Кавказа культуры кукуруза, картофель, яблоневые и сливовые деревья, то уже 4 года как местные поля покорил аристократ из Европы – средиземноморская спаржа. У истоков этой истории несколько действующих лиц и одна, как может показаться на первый взгляд, безумная идея. Путешественник Кирилл Насеткин и его друг Сергей, набравшись опыта в Европе, мечтали о большом производстве спаржи в России и подыскали для него подходящую почву и место. Предприниматель Юрий Ревазов из Северной Осетии раздумывал над бизнесом в сельском хозяйстве. И, как всегда, главным оказался случай, который все и решил. В 2018 году мы с учредителем этого проекта взяли и решили посадить спаржу. То есть попробовать, вырастет она, не вырастет она. И эта идея пришла. Из всех видов культур, что есть, вроде бы мы нашли информацию, что в свое время, когда-то в 60-е годы, она в районе Красногора росла. Там была небольшая плантация. И решили рискнуть и посадить. Предприниматели сделали ставку на новое направление, закупили корневища в Голландии и высадили спаржу на небольшом участке.
Благодаря хорошему уровню влажности, редким заморозкам и непродолжительным засухам, средиземноморская спаржа стала родной в станице Орхонской. К французскому шарму добавился кавказский характер. И вот уже первоначальные 12 гектаров расширились до 52, а производство в Осетии стало одним из крупнейших в России. Небольшой регион на юге уже сегодня может составить конкуренцию странам, в которых традиционно выращивается эта культура – Перу, Мексике и Таиланду. К этим почвам определенные есть претензии, чтобы она должна соответствовать тому-то, тому-то, тому-то. Минимум камней должно быть в почве, потому что она постоянно обрабатывается. И мы брали также эту почву на анализы. Вот в Орхонке показало, что это наиболее оптимальная почва. Урожай спаржи в Северной Осетии собирают один раз в год, с апреля по июнь. Но, несмотря на это, аграрии на поле работают круглый год. Все для того, чтобы земля оставалась плодородной, а урожайность растений не падала. На спаржевых полях за порядком следят 4 агронома, главный и 3 младших. Для Виктории Кайтмазовой спаржа стала не только работой, но и сферой научных исследований. В этом году она защищает дипломную работу по теме выращивания аспарагуса. Это второе название овоща. В компании Виктория занимается профилактическим уходом за почвой и растениями. Смотрите, в предуборочной обработке входит несколько этапов. Это подготавливают почву в первую очередь, потом вносят удобрения, проводят при необходимости повторный внос удобрений. Далее уже перед тем, как начнется непосредственно сбор, прекращают какую-либо химическую обработку для того, чтобы урожай был чистый, чтобы не было никаких вредных примесей. И уже далее во время уборки непосредственно не проводят никаких обработок, ни химических, ни каких-либо. Максимум мы проводим обработки почвы междурядные для того, чтобы снизить количество сорняка. Но это в любом случае необходимо, но зато без химии. Поэтому мы гарантируем, что наша продукция полностью чистая, без какой-либо химии, без каких-либо примесей и так далее. Всего на плантациях растет 12 сортов спаржи. В прошлом году посадили новый – фиолетовый. Кроме того, есть раннеспелые и среднеспелые сорта. Они все отличаются по вкусовым качествам, содержанию минералов, урожайности, диаметру и цветовой гамме. Значит, она имеет и мужскую, и женскую особь. Значит, когда ее продают, то продают обычно, чтобы люди не занимались сами разведением, так сказать, селекцией. Или мужскую, или женскую особь продают. Так что у нас здесь все, что находится, однополая спаржа. Но также она растет и в диком виде. Кстати, и здесь у нас в Осетии в диком виде она растет. Сбор и сортировка спаржи – исключительно ручной труд. Поэтому каждый год в зависимости от количества урожая нанимают работников из ближайших сел. К примеру, в этом году на сезонный сбор вышло порядка 200 человек. Каждый из них предварительно проходит обучение. Татьяна Икоева работает на поле уже 4-е лето. Помогала сажать, а теперь собирает готовый урожай. И хотя это трудоемкий процесс, женщина признается, что каждый раз ждет нового сезона. У нас есть вот специальные ножи, на них есть метка. До нижней метки мы ходим, меряем спаржу, вот кончик и потом вот так их срезаем. Если уже вот цветут, их обрезаем и выкидываем. Вот ходим и срезаем. Там внизу есть маленькие спаржи, которые только что вылезли. Их осторожно, чтобы не повредить. В этом году было холодно и повредило спаржу. Мы где-то 2 недели не работали, потому что там пошла черная полоса из-за дождей. А так бы от 100 и выше килограмм человек собирает. Интересный факт.
Спаржу выращивают под землей. Она является чемпионом по росту среди овощей, так как за одни сутки может вырасти на целых 10-20 сантиметров в длину. Все потому, что она на 91% состоит из воды. Поэтому бывает такое, что урожай собирают дважды за день. Аграрии отмечают, слишком высокие, кривые или распустившиеся побеги – это брак. Их нужно срезать, иначе не появится новый росток. Идеальной считается спаржа не толстая и высотой чуть больше 20 сантиметров. Сама по себе ее уже когда ее отпускают в рост, то она похожа больше как на укроп. В этом виде она это вид приспособлен для того, чтобы максимально насытиться солнечной энергией. Поэтому она так вот красивая такая и есть. Каждые полчаса в поле выезжают грузовики, которые загружают собранную спаржу и стараются как можно быстрее довести до следующего пункта назначения – приемника. Здесь она предварительно взвешивается для учета, а после попадает в цех, где ее моют и отправляют на автоматизированную линию. Но перед этим она проходит через шоковый охладитель. По словам аграриев, не остывшая срезанная спаржа способна продолжать расти, что также будет считаться браком. Все то, что здесь есть, это сделано нашими руками. И домики, и навесы, и цех построенный по переработке спаржи. И вот эти дороги, асфальтирование, боксы для техники, все это сделано нами. То есть мы все это сами построили, сделали. Пруды у нас для полива тоже сами сделали. Так что все то, что здесь есть, это сделано нами. После того, как со спаржи смыли остатки земли, она поступает на линию подрезки и сортировки. Здесь-то и начинается самое интересное. Здесь компьютер делает 7 фотографий и с помощью специальных алгоритмов выбраковывает ее, калибрует по определенным лоткам. Далее попадает в лотки. Как только загорается зеленый свет, значит нужный вес уже есть. Надо его забрать, переложить сюда. На этой линии спаржа автоматически обвязывается. Далее она идет на упаковку. Здесь вручную ее укладывают в памперс. Далее тоже вручную укладывается в коробку и идет в холодильник. Сегодня спаржа пользуется популярностью во всем мире и входит в рацион многих диет. Все благодаря витаминам С, Е, В3, В4, В5. Спаржа известна человечеству более 2000 лет. Согласно истории, египтяне ею и питались, и лечились. Греки из пушистых веток этого растения плели для новобрачных венки. В средневековой Европе спаржу использовали как афродизиак. Сегодня из спаржи варят супы, делают муссы, салаты, добавляют в ризотто, подают в качестве гарнира. А в Северной Осетии предприниматели предлагают использовать спаржу как начинку для традиционных осетинских пирогов. В день сотрудники собирают почти тонну урожая, а вечером по сложившейся традиции садятся за большой стол, чтобы отведать собственный продукт, который, кстати, за 4 года им не надоел. Сейчас я вам это продегустируйте, окончательно, а потом продегустируйте другой степени прожарки. Самый вкусный рецепт – самый простой. Вам понадобится сковородка, измельченный чеснок, подсолнечное или сливочное масло и, конечно, сама спаржа. Жарим все вместе несколько минут на среднем огне, пока не появится золотистая корочка. Вот и все. Любимое блюдо английской королевы, которое помогает ей поддерживать хорошее самочувствие, готово. Важно не перегружать ее вкусами и длительной термообработкой. Спаржа обладает очень многими полезными свойствами. В первую очередь он содержит витамин К, фолиевую кислоту в очень больших концентрациях.
Это полезно для сердечно-сосудистой системы, для пищеварительного тракта, также при беременности. Также предотвращает опухолевые образования. Спаржу, выращенную в Северной Осетии, уже поставляют в столицу и другие крупные города России. Да и жители республики тоже полюбили этот заморский деликатес. На полках местных супермаркетов свежая спаржа не задерживается долго. На нее буквально ведется охота местными приверженцами правильного питания. К тому же цену предприниматели стараются не завышать. В сезон стандартный пучок стоит около 150 рублей, и это в 2 раза меньше, чем импортный продукт. 70 тонн в год. Столько урожая успевают собирать на спаржевых плантациях за один короткий сезон. Предприниматели продолжают развивать свою компанию и при возможности планируют расширить площадь до 500 гектаров. Но уже сейчас аккуратные ряды прополотых кустов спаржи, убегающие к подножью Кавказских гор, можно назвать настоящим прорывом в сфере растениеводства Северной Осетии. Прорывом, который стал возможен благодаря одной смелой идее, энтузиазму 3 предпринимателей и труду нескольких десятков человек.